Итак, добрый вечер, друзья, те, кто смотрят игру World of Tanks. В первую очередь мои приветствия им, ну и тем, кто зашел понять о горловом пении, что есть это такое. Ну, конечно, многие знают суть этого явления. И тем не менее, мы начнем давать уроки в рандоме World of Tanks. И бой начинается, и уроки тоже начинаются. Итак, давайте мы сейчас в общих чертах расскажем о горловом пении, что это такое. Ну, все знают, что горловое пение, традиционное горловое пение, оно характерно для народов Южной Сибири, Монголии и Тибета. Южная Сибирь — это хакасы-тувинцы, алтайцы-шорцы. Затем монголоязычная часть — это буряты-монголы, ну и в Тибете. Большей частью это религиозная практика горлового пения. Ну а народов Южной Сибири это не религиозная практика, это традиционное в народе понимание сути этого явления. А суть в следующем: почему человек вынужден был изменять голос или изменить голос? Я полагаю, что это связано с пониманием сути потустороннего мира. Человек ведь умирал и, видимо, умирает не насовсем. И вот те хайджи и люди, которые обладали этим даром горлового пения, они каким-то образом помогали народу или тем, которые попали в тот иной мир, обустроиться в новом для них уже положение. То есть человек попадал в новое место, и ему надо было там помочь. И хайджи, изменив голос, помогал ему там в новом мире обустроиться, привыкнуть к этому миру. Ну и чтобы дух этого человека не захватили там, с той стороны, человек изменял голос. Ну, по-хакасски это называется тан салбазанар, чтобы не узнали, чтобы дух этого человека не был опознан, и таким образом человек как бы менял свой собственный голос и, соответственно... Так, давайте сейчас, подождите, стрельну. Так, и таким образом человек как бы увереннее, что ли, чувствовал себя вот в том загробном мире. Вот суть горлового пения, почему человек менял голос. Но сейчас, конечно, мышление человека изменилось, и это явление теперь превратилось в искусство пения. Искусство пения — это уже другой тип мировоззрения, это уже связано с иными явлениями вообще в культуре человека. Ну вот таким образом горловое пение, оно характерно для народов Южной Сибири. Ну давайте начнем с основных стилей, которые на сегодня известны среди этих народов. В основном их три стиля. Это я сейчас применяю термины тувинского горлового пения: каргара, хомей и сгд. Три основных стиля. Ну, каргара. Каргара, он звучит таким образом, и наверняка многие знают. Да, вот это, естественно, явление для тех, кто не часто практикует горловое пение. То есть надо прокашливаться, и связки должны таким образом как бы очиститься. Ну и вот, средний стиль хомей. И сгд. Ну вот сгд, я не очень владею средним и сгд стилями. Ну, сейчас я, откровенно говоря, тут
напелся, поэтому у меня чуть голос такой уже весь прохрипевший. Ну и вот три основных. Вот это каргара, средний стиль. Так, теперь вопрос. Каким образом этому можно научиться? И всякий ли может научиться? Ну, имеется в виду с точки зрения физиологии. Есть миф, и он очень распространенный, или, по крайней мере, его распространяет, что горловое пение могут петь только азиаты. Конечно, это миф. Почему? Дело в том, что связки, они у всех, мне кажется, физиология связок, она у всех одинакова, у всех народов мира. А горловое пение это только система связок, система мышц. Ну, просто нужно научиться этому делу, и все. Другое дело, что как и что петь, это уже другой вопрос, это явление культуры. Ну вот, у нас закончился первый бой, и таким образом мы из первого боя поняли, что, или услышали, что есть три стиля основных. Хотя я считаю, с точки зрения техники извлечения, есть два основных базовых положения. Я бы их сказал, ну, опять применим термины тувинского горлопения, хоумей и каргара. А сыгат, он накладывается на хоумей, в ротовой полости язык должен расположиться определенным образом. Ну и вот, начнем давайте с каргара. Какие возможны стили? Опять-таки, базовые, какого возможно разнообразие? Конечно, разнообразие стилей уже внутри каргара, оно исходит уже из различных положений языка, в первую очередь, потом носовой полости, открытости или закрытости, и движением губ. Вот три органа, они с помощью их создаются и определенные подстили каргара. Ну, давайте я сейчас попробую изобразить. Я буду закрывать нос, открывать и прикрывать движение воздуха в носовой полости, да. Если, допустим, в обычное звукоизвлечение, это будет так выглядеть. Это обычное извлечение звука. Закрывается язычок. В английском языке звук этот есть. Звук good morning, да? Good morning. И точно так же в каргара при пении закрывается язычком поток воздуха. Выглядит это так. Ну вот так вот с помощью язычка можно изменять стиль уже внутри каргара. А теперь давайте мы будем с помощью языка и расположения языка, с помощью маленького язычка и большого языка, меняя их положение, мы будем сейчас создавать подстиль, да. Но давайте сначала маленький язычок. Вот и сейчас я использую губы. У меня язычок закрыт, то есть на то нос закрыт, как бы, да. Это у меня губы идут. Это вау. Ну вот примерно так.
Дальше давайте я. Вот при обычном звукоизвлечении я. Да, вот это вот. Если вы начнете заниматься горловым пением, это неизбежное явление прокашливания. Так. Ну вот, мы таким образом уже вы сейчас узнали подстили каргара. Это губы. Губы, ну, в общем, я как бы пытаюсь уже полностью ротовый аппарат привлечь к этому делу. Так, тут, сейчас, подождите, я отвлекусь на чуть-чуть. Он меня пробьет, потом я ему пробью, наверное. О, пробил. Так, олени тоже могут пробивать. Ага, шутка. Так, ну давайте ищем. Подождите, я сейчас отвлекусь. Да, правильно. Правильно меня замочили. Сейчас, давайте я сейчас тоже олень. Маленький олень будет бить большого оленя. Блин. Что? Нифига себе. О, блин. Не успел. Ну так, ладно. Поехали дальше. Ну, мы давайте еще раз закрепим, точнее говоря, материал наш. Да. Это у меня ротовая полость закрыта. Если открыто, нос открытый, поток воздуха идет через нос, тогда у меня вот это сейчас закрыто. Это закрыто. А если открыто? Это открыто. А теперь закрываю, открываю. Закрыто. Ну вот, это только технические возможности создания новых подстилей в каргара. Ну и таким образом уже, когда если заниматься серьезно и относиться к горловому пению серьезно, тогда вы можете уже создавать какие-то музыкальные номера. Так, ну вот мы сейчас заканчиваем, закончили игру. Нам, точнее говоря, закончили игру, а мы продолжаем уроки горлового пения в рандоме. Так, давайте теперь Хуамей. Я тут изображу немножко. Те же самые органы ротовой полости участвуют: язык, губы, нос. И мы посмотрим, как это будет выглядеть в Хуамее. Ну, давайте сначала Хуамей. Так, у меня воздух идет через нос. А теперь закрываю. А теперь открываю. Закрыл. Ну а теперь к этому делу. А теперь язык. Так, у меня носовая полость закрыта.
Это уже язык я-я-я-я-я-я-я. Так, теперь движение потока воздуха идет через нос и язык. Вот это далекий вот звук такой, да. Вот это есть движение языка. Вот там я еще пригубляю. Ну вот, таким образом можно в Хомее создавать другие свои подстили. Так, ну, уроки горлового пения. Если кто только что зашел на эту игру, вы можете с самого начала прокрутить вот этот видик. И там я очень коротко рассказываю о сути горлового пения и некоторых истоках этого явления. Так. А теперь я буду, что называется, практиковать. Пробитие. Пробили. Пробитие. Наводчик контужен. Мимо. А наводчик-то у меня контужен. Блин, где у меня наводчик? Вот он, наводчик, он у меня контужен. Наводчик контужен, наводчик контужен, наводчик контужен. Ну вот так примерно можно извлекать некоторые слова, которые у нас употребляются в рандоме. Так, это у нас был Каргера. Наводчик контужен. Это уже Хомей. Наводчик контужен. Не пробил. Не пробил. Это тоже Хомей. Это я попытался изобрести свет. И теперь мы сейчас будем добивать арту. Ай, ай, блин. Вот это я рак. Ну, попал, кажется. Да. Я еще раз говорю, что прокашливание это нормально. Ничего тут страшного нет. Так, что у меня? Опять арта меня что ли убила? Ну вот. Меня опять убили. Я опять оленя. Рога оленя обломали рога. Пункт наблюдения. Ну и вот. Мы тут в рандоме пытаемся изобразить обучение горловому пению. Почему в рандоме? Откровенно говоря, делать нечего. Ну вот играю, а что я буду обучать других? Я ж сам олень. Я что буду обучать тому, как плохо играть? Плохо играть люди сами научаются. А вот попутно в рандоме послушать какого-нибудь странника, зашедшего с какими-то своими непонятными идеями, ну, например, с горловым пением в рандоме. Ну, я такого еще не слышал. Ну, попутно изучить и это явление. Почему бы нет, да? Я бы, конечно, включил бы сейчас еще некоторые группы. Возможно, я в последующих занятиях так и сделаю.
Буду давать примеры. И дальше мы будем говорить об этих вещах, о горловом пении, об искусстве горлового пения, о музыкантах горлового пения. Ну и, возможно, даже самим учиться, как петь горловым пением. Почему бы нет, да? Почему бы нет? Почему бы не научиться горловому пению? А если мы сюда еще приплетем рэп, горловое пение, в стиле каргара я буду читать тексты, в стиле каргара я буду читать тексты. Я плохо знаю русский язык, но все равно я буду читать тексты в стиле горлового пения. Я, конечно, тут туплю и дурачусь, но найдутся ведь хорошие ребята, которые это сделают красиво. Они обязательно найдутся. Возможно, они найдутся в рандоме, ведь тут кто только не играет. И доктора, не доктора, военные, не военные, но и горловики тоже играют в рандом. Те, которые интересуются этнической музыкой, я имею в виду. Заходят тоже вот так вот как-то вот и подсиживаются, как на иглу. Ну вот, теперь, наверное, мы проведем последний бой с горловым пением, и на этом мы будем завершать сегодняшние первые пробные уроки горлового пения в рандоме World of Tanks. Очень интересная игра, она мне нравится, я подсел на эту игру, что называется, меня жена ругает, что я вот за 5 играешь, вот, танки играешь, это нехорошо. Но я-то знаю, что это хорошо. А что хорошо? Что хорошо одному, другому плохо. Ну и вот, как научиться горловому пению? Я начал с каргара. И вот типа начать, вот вы там поднатужьтесь, там, не знаю, из заднего вашего прохода что-нибудь там выкакалось, я извиняюсь за эти термины, и вы начнете петь. Ну, это не методика, на самом деле, обучение горлового пения. Это никоим образом вам не подскажет, как вам звук извлечать. Хоть вы какой задницей там и сфинксером двигаете или не двигаете, но обучиться можно только повторяя и пытаться, извлекая похожие звуки, все. В общем, что хотите со своим горлом делайте, но вы должны извлечь вот эти вот звуки. Эти звуки, они исходят из глубины. Не, если мы, допустим, сожмем обычно голос на вот это хамию будет, да. Плохо, да. Плохой хамей, но будет хамей. Конечно, что такое хороший хамей? Это аккуратно извлекаемый звук. Но давайте мы сейчас будем хотя бы плохой хамей, да. Там не надо задницей двигать, и никакие задние мышцы там не участвуют, в смысле мышцы анального отверстия. А то некоторые обучают, вот типа там напрягитесь, там как будто вы хотите в туалете какнуть, и у вас там это получится. Ничего подобного. У меня там ничего не напрягается. У меня напрягаются легкие и горло. Но даже вот только горло, наверное, легкие. Ну, конечно, да, без легких тут никак нельзя. Ну вот так вот ищите этот звук. Если найдете похожее, и вам будет казаться что-то действительно похоже, сравните. Это и будет горловое пение ваших хамей. Это я двигаю сейчас языком. Это хамей, начните с хамии. Но если будете каргара пытаться изобразить, то надо будет вот когда кашляете, харкнуть, если захотите, да. Это не тот, это не те мышцы, но это не харкать. Там харкающие мышцы не работают. Там
там другие мышцы участвуют. Ну, пытайтесь вороном крикнуть, возможно. Кар-кар, нет. Кар-кар-кар-кар-кар-кар. Может быть, не знаю, но попробуйте. В общем, ищите. Если что-то подобное найдете, то это будет уже ваш опыт некий. Ну вот так, ну и что? Таким образом, мы, кажется, сейчас заканчиваем нашу игру и первый наш урок игрового пения. Если кто опоздал, слушайте сначала вот это видео. Это первые попытки такого игрового варианта, пока мы играем, развлекаемся, ну и как бы занимаемся и получаем информацию еще об очень серьезном таком типе пения, как горловое пение. Ну вот, да. Это действительно интересное явление, горловое пение. И вот слушайте все сначала. Ну, а мы сейчас завершаем нашу игру. Нас убьют, не убьют. Ага, но мы должны сейчас каким-то образом поучаствовать хотя бы. Пробите себе набить очки хотя бы. Да, нас убили. Оленей всегда убивают. Но остается с вами Тадархан с уроками горлового пения. И в последующем эти уроки горлового пения я попытаюсь обогатить материалами, музыкальными материалами. Ну, в процессе игры можно ли усвоить уроки горлового пения? Да, я думаю, можно. Почему? Дело в том, что когда человек наблюдает за игрой, слушает, он же все же опытные-то мастера. Их-то не надо обучать игре, как выигрывать. Тут я не мастак, но в процессе игры вы можете освоить какие-то первоначальные знания об этом типе явления. Уроки горлового пения. С вами был Тадархан. Итак, спасибо за внимание.